воскресенье, 21:30 на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Здравствуйте, я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Слетел с дороги и перевернулся. 3 человека погибли в аварии в Абзелиловском районе. Водитель мог уснуть за рулем. Не видите проблем, идите к окулисту. За халатное отношение к экологии глава Росприроднадзора пригрозила уголовной ответственностью. Надо ввести, значит, уголовную ответственность. 10 лет ты ее нарушаешь, не видишь закон, сел в тюрьму, да, из тюрьмы виднее. Как быть с белыми морями в Стерлитамаке, диоксиновыми полями под Уфой? На ликвидацию экологических отходов республике требуется десятки миллиардов рублей. Владельцы этих предприятий должны, в общем-то, осознать, что времена изменились. Детский кэшбэк. Конечно, приятно, что сейчас есть такой вот материальный, стимул. Владимир Путин поручил вернуть родителям 50% стоимости путевок в детские лагеря. Есть ли ограничения по цене? Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы. В Башкирии уже работает аналогичная программа. Будут ли суммироваться скидки? Одни на всю деревню или самовольная изоляция? 36 лет живем, 37 пошел. Вот как полюбил ее, все. Без газа и магазинов, но с большим хозяйством, о жизни ольховских робинзонов и почему умирающая деревушка им ближе Первопрестольной. Специальный репортаж «Старики-отшельники». Гнилой дом на Москву не сменяют. Светлое Христово воскресенье. Вера в Господа Бога нас спасает. Православные отмечают один из главных христианских праздников – Пасху. Ночное богослужение в соборе Рождества Богородицы транслировал телеканал БСТ. Частица благодатного огня уже в Уфе. Ради Хабиров поздравил жителей республики со светлым Христовым воскресеньем. Эту ночь православные во всем мире провели в церквях и храмах. Верующие отмечают Светлую Пасху. Этот праздник олицетворяет вечное торжество жизни, пробуждает добрые мысли, укрепляет веру и наполняет сердца людей радостью, отметил глава республики. Богослужение в полночь перешло в пасхальную заутреннюю. Праздник православные встретили в масках, но это не испортило их настроя на светлое будущее. Динара Таймасханова продолжит тему. Звон колоколов, зажженные свечи, священные песнопения верующих, крестный ход вокруг собора, шествие навстречу чудесному воскрешению Иисуса. С него начинается пасхальное богослужение. Вот такое сложное время, столько народу, звучали колокола и песнопения. Мы очень рады, что, несмотря на все это, вера в Господа Бога нас спасает. В прошлом году из-за эпидемиологической обстановки светлый праздник верующие отметили в семейном кругу. И традиционного похода в храмы и церкви не было. Поэтому после снятия ограничений собор Рождества Пресвятой Богородицы не вмещал всех прихожан. Правда, в молельню можно было попасть только в маске и после обработки рук антисептиком. Но загадать самые сокровенные желания это не помешало даже самым маленьким, которые наряду со взрослыми отстояли службу. Я в церкви свечи зажигала и желаю счастья и здоровья. И если у маленькой Насти пожелания пока самые простые, то для Любовь Логиновой праздник Христового воскресения – символ исцеления души. Из-за трагичных обстоятельств в семье женщина несколько месяцев не выходила из дома. Вот год уже исполнилось. У меня сын умер. И я вообще всегда ходила. Всегда. А это, понимаете, не знаю, даже необъяснимо. Не могу идти, сил нету. Вот я пришла и думаю, Господи, мне же прям вообще как будто я как будто выздоравливаю. Я даже так думаю, какая я молодец, что я поднялась и пошла. Пасхе предшествует 7-недельный Великий пост. От мяса, рыбы, молока и яиц верующим пришлось отказаться. Самые строгие первая и последняя недели – Страстная Седмица. Поэтому после разговления праздничный стол накрывают щедро. Но Пасха – это не только физическое очищение. В этот праздник прощаются долги, обиды и прегрешения. Я из многодетной семьи, и у нас в семье каждый год принято приходить в храм, приходить на службу. После службы мы приезжаем домой,
читаем молитвы. И на следующий день, получается, уже всей семьей собираемся, отмечаем. Как говорит моя мама, слава Богу, мы дожили до этого дня. Желаю всем здоровья. В церквях пламя благодатного огня горит 40 дней. Считается, что все это время Иисус присутствует среди людей. Схождение благодатного огня – явление загадочное, и это главный символ праздника. Зажженная свеча означает избавление от печали, а также дает надежду на новую жизнь. Схождение благодатного огня происходит на протяжении 2000 лет, но каждый раз верующие его встречают как чудо. Пламя из храма гроба Господня в Иерусалиме получили представители 11 стран, которые отправили самолеты в Израиль. Борт со священным огнем приземлился сегодня и в Уфе. Праздник будет длиться 40 дней. В храмах и церквях в первую неделю будут совершаться крестные ходы. В Уфимском Свято-Сергиевском кафедральном соборе прихожане, не успевшие осветить накануне куличи и пасхальные яйца, делали это в день разговления. Традиционно всю неделю, особенно вот в этом году, очень много праздников, то есть выходных дней совпало, поэтому мы приглашаем всех православных христиан, всех верующих людей принять участие в богослужении, помолиться о том, чтобы Господь даровал нам и самим почувствовать это событие, пережить его еще раз, воскресение Христово, но и этой радостью поделиться со всеми окружающими. Вот эти красивые яички праздничные я красил лично сам в разные цвета, но сегодняшний день преобладает красный цвет. Я еще даже не кушал, и вот сейчас приду домой, разговеюсь яичками крашенными, буду угощать своих родных и близких. Этой ночью телеканал БСТ вел прямую трансляцию из кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы для православных, которые не имели возможности выйти из дома. Но где бы верующий не встретил праздник, важно не грустить, не ругаться, не обижаться. Сказанное в Пасху будет иметь силу целый год. Динара Таймасханова, Вадим Исламов, Азат Ишбулатов, Виктор Меренков. Итоги недели. В Башкирии надвигаются грозы и заморозки, так что с рассады дачникам стоит еще повременить. По прогнозам синоптиков, завтра в республике повсеместно пройдут дожди. В западных районах ожидается порывистый ветер. Столбик термометра ночью покажет +3, +8 градусов, возможны заморозки до -3. Днем температура воздуха прогреется до 21 градуса. Существенно погода не изменится и во вторник, 4 мая, однако к осадкам прибавятся еще и весенние грозы. Трое мужчин скончались в аварии в Абзелиловском районе. ДТП произошло сегодня в 6 утра на 3-м километре дороги Аскарова-Халилова. Автомобиль Ндео Nexia вылетел в кювет. По данным республиканского ГИБДД, 21-летний парень за рулем не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Водители и его пассажиры, мужчины 40 и 24 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Начато разбирательство. Еще 3 человека скончались сегодня от коронавируса. Таким образом, официально число жертв COVID-19 в республике достигло 455. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 30,5 тысяч жителей региона. За последние сутки выявлено 97 новых случаев заболевания. Еще у 127 пациентов диагностирована внебольничная пневмония. Отмечу, что россияне, возвращающиеся из-за границы, теперь должны дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирус в течение 5 дней после въезда в страну. Причем второй тест нужно сдать не менее чем через сутки после первого. И сам турист должен опубликовать результаты на госуслугах. Ликвидация объектов накопленного экологического вреда в Башкирии оценивается в несколько десятков миллиардов рублей. В республиканском правительстве рассчитывают привлечь федеральное финансирование на рекультивацию территории бывшего завода «Уфа-Химпром», устранение с карты республики белых морей в Стерлитамаке. Люди должны перестать дышать пылью и вблизи Сангалыкского карьера в Учулах. На неделе республику с рабочим визитом посетила глава Росприроднадзора Светлана Родионова. Приехала, чтобы исправить ситуацию, заявила она. А вот тех, кто проблем не видит, направила не иначе, как к окулисту. Мой коллега Азат Садреев расскажет о выявленных нарушениях, а их набралось на 700 миллионов рублей, и о том, как их будут устранять.
Башкирская содовая компания – главный загрязнитель водных объектов республики. На долю предприятия приходится более 80% от общей массы сброса вредных веществ. Причина в неэффективной работе шламонакопителей, в которых уже набралось свыше 50 миллионов кубометров мертвых отходов. Долгое время предприятие не вкладывало достаточных средств в повышение экологичности производства. Теперь это направление будет развиваться под жестким контролем государства. И, наверное, этот пример не единичный в России, но вот здесь прям самый ярчайший пример, поскольку именно это производство в себе не таит никаких технологических новшеств, ничего здесь нет. Мы взяли у природы и все, только взяли. Если мы будем так себя вести, то ничего хорошего не останется ни нам, ни нашим детям. Суммы вкладывались небольшие, там, может быть, чисто экологической направленности проекты были, 250-300 миллионов рублей в год. Чисто вот направленные на экологические проекты. Да, можно сказать, что модернизация, которая проводилась, замена оборудования старого на новое оборудование, как правило, является, в большинстве случаев, всегда практически менее экологически вредно, меньше выбросов. Тогда можно говорить, что это 1-1,5 миллиарда. Но этого недостаточно, это явно было недостаточно. По словам Светланы Родионовой, в Башкортостане выявленный за последние годы экологический ущерб равен сумме 700 миллионов рублей. В связи с этим глава Росприроднадзора порекомендовала директорам некоторых крупных химзаводов республики отвести своих штатных экологов к окулисту, если они не видят этих проблем. Мы считаем, что владельцы этих предприятий должны, в общем-то, осознать, что времена изменились, и теперь без направления какой-то части прибыли на решение последствий воздействия на окружающую среду не получится работать. Мы только такие будем предприятия поддерживать, и, в общем, только с такими предприятиями будем создавать стратегию развития экономики республики. Более 25 миллиардов рублей потребуется на рекультивацию 143 гектаров загрязненной территории Уфахимпромом. Весной 1990 года нарушения на предприятии стали причинами фенольной катастрофы в столице республики. На сегодняшний день на площадках обанкроченного завода до сих пор остается известковый шлам, образованный в результате нейтрализации кислотосодержащих сточных вод. Светлана Родионова сфотографировала последствия той аварии на личный смартфон, и вряд ли эти снимки были сделаны на память о визите в Уфу. А руководству Сангалыкского диоритового карьера в Учелинском районе глава Росприроднадзора пригрозила уголовной ответственностью за многолетние нарушения экологических норм. О последствиях такой деятельности Светлане Родионовой рассказали местные жители, которые живут на расстоянии менее 1 километра от производства. В начале апреля по решению суда деятельность Сангалыкского диоритового карьера была приостановлена на 10 дней. На сходе граждан местные жители говорили, что их регулярно накрывает производственной пылью, и связывали это с нарушениями при разработке карьера, где добывается строительный камень. При этом сельчане не требуют закрытия предприятия, а всего лишь просят провести модернизацию производства, чтобы они могли дышать полной грудью и ходить по зеленой траве, а не серым, покрытым пылью растениям. Мы тут живем, мы тут приехали молодыми. Нам сейчас дети, внуки у нас. Мы хотим, чтобы и завод работал, и пыли не было. То, чего жители добивались годами, руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова донесла до топ-менеджеров компании за одну встречу. Предприятие добывает строительный камень уже 10 лет, реализуя его по всей России. История, когда, получая прибыль, сотрудники карьера не особо беспокоились об экологии, закончилась. Надо ввести, значит, уголовную ответственность, да? Потому что так не доходит. Достучаться невозможно, ни до кого там не Надо, чтобы вот 10 лет ты ее нарушаешь, 5 лет не видишь закон, сел в тюрьму, да, из тюрьмы виднее. Ребят, я не уйду. Правда не уйду. И я с него шкуру сниму, и с вас сниму. И мы тоже, мы доделаем то, что мы обещали людям. Мы сегодня встречались с людьми, раньше встречались с людьми. Это норма закона. Экологические проблемы продолжили обсуждать на градообразующем предприятии Учелинский ГОК, он же основной загрязнитель воздуха. Ежегодно в атмосферу завод выбрасывает порядка 2500 тонн вредных веществ. Также недостаточно очищенные сточные воды комбинат сбрасывает в реку Бюйды. Светлана Родионова потребовала устранить недочеты. Обсудили за круглым столом и последствия горения Сибайского карьера. Ситуация до сих пор находится в поле зрения Росприроднадзора. Мы сами были заинтересованы в том, чтобы Светлана Геннадьевна со своей командой сюда к нам приехала. За эти 2 дня нам удалось размять большинство самых наболевших экологических проблем, определили точки решения, определили, в каких программах нам нужно еще участвовать, определили, где нам нужно доработать. Некоторые промышленные предприятия региона из года в год наступают на одни и те же грабли, видя в окружающей среде лишь источник заработка. Грубая ошибка, которую природа не простит, если не принять экстренных мер. И они нужны были еще вчера. Азат Садреев, Артур Ханов, Владимир Шевчук. Итоги недели.
Участок дороги Уфа-Энзер-Белорецк возле села Серменево по-прежнему остается закрытым для проезда транспорта, предположительно до 4 мая. В минувшую пятницу здесь произошла разгерметизация газопровода. Пламя было видно за несколько километров. Стена огня преградила маршрут автомобилистам, и им пришлось искать объездные пути. Взрыв частично повредил участок дороги Уфа-Энзер-Белорецк. Хлопок был такой силы, что разбудил жителей Серменева. Некоторым показалось, что в небе пролетел сверхзвуковой самолет. Посмотрела сюда, и тут у нас как будто показалось, что вот за этим домом огромный столб. Мне казалось, прямо вот тут на поляне этот столб. И у меня было уже все, я испугалась, начала бегать по дому, начала собирать вещи, будить дочку, хватать документы и выбегаю на улицу. Муж на улице, он нас успокоил, сказал, что это газ и что ничего страшного. Ну, где-то метров 50-60, наверное, если не больше. Был огонь высокий. Ну, я сразу узнал, что газопровод взорвался. 2 ветка трубы там идет, одна Тукану, а этот большой, это Белорецкий. Жертв и пострадавших нет. Чтобы огонь не распространился, провели опашку участка. Пламя повредило лишь несколько деревьев, однако лесного пожара удалось избежать. Были закрыты задвижки газопровода, но пришлось ждать, когда выгорят остатки газа. Населенные же пункты не были отключены от голубого топлива. Его пустили по резервной линии. Пока на месте продолжают работу аварийно-ремонтные службы компании «Газпром Трансгаз Уфа». Объезд возможен через село Серменево. На сегодняшний день заканчиваются ремонтно-восстановительные работы на линии газопровода. Пока вроде как идут с опережением плана графика. После ремонтно-восстановительных работ на непосредственно самом газопроводе будет уже восстановление дорожного полотна. То есть в соответствии с документами нормативного ДХ перекрытие дороги завтра до 12 дня, возможно, к этому моменту уже дорогу откроют. В России вводят кэшбэк на детский отдых. Отныне родителям намерены возвращать на банковскую карту 50% от стоимости купленной ими путевки в летние лагеря. Аукционные туры обещают продавать до конца года. Можно будет оплатить отдых на летние и осенние каникулы. Реализация во многом схожа с аналогичной программой в туристической отрасли. Впрочем, для республики это не совсем уж и новшество. На сегодня правительство региона возмещает родителям до 70% от стоимости лагеря. И вот сейчас пока нерешенным остается вопрос, как будут взаимодействовать федеральные и региональные программы. Будут ли складироваться скидки? Подробности расскажет Артур Шамсудинов. Все, уже мягкий инвентарь весь есть. Пожалуйста. Все готово для принятия детей. Что называется, заезжай и живи. Не хватает только самих отдыхающих. В детском лагере «Звездочка» уже давно находится в режиме повышенной готовности. В этом году для детей впервые распахнет двери новый корпус. Директор не без гордости говорит, что путевок осталось совсем немного. Практически все смены уже полностью забиты. Сейчас в детских лагерях активно проводятся субботники. До открытия осталось чуть больше месяца. Впрочем, сами работники не переживают, ведь они были готовы еще год назад, но тогда их планам помешала пандемия. 100% заполняемость можно связать не только с отменой ограничений. Уже не первый год лагерь участвует в республиканской программе, по которой часть путевки родителям оплачивают из бюджета. И вместо полной суммы в 37 тысяч рублей заезд обходится в 23 тысячи. Подсоединяется вся Башкирия. То есть у нас и Дуванский район много, желающие есть, и Лишевский район. То есть вот все районы в Башкирии в любом случае там по одному ребенку, хотя бы по одному ребенку у нас есть. Конечно, раньше это было, наверное, преобладающее большинство, это город Уфа. С этого года изменился механизм приобретения путевки. Теперь сертификат на отдых и оздоровление можно получить через заявку на портале Государственной информационной системы. Сумма компенсации 70% от общей стоимости, но не более 13 тысяч рублей. Ежегодно данной системой пользуются свыше 200 тысяч детей у нас в республике. В загородных лагерях отдыхает около 6 тысяч детей, 60 тысяч детей, а в пришкольных лагерях свыше 100 тысяч детей. Но не надо забывать, что у нас есть еще другие формы типов организации отдыха, оздоровления детей. Для них, для детей, которые отдыхают в этих организациях, точно так же предусмотрены льготы.
Вступает в силу и федеральная поддержка. В ходе ежегодного послания президент страны поручил компенсировать 50% стоимости детских путевок в лагеря. Изменения должны начать действовать с 20 мая. Программа будет работать по типу возврата средств в туристической отрасли. С этого момента родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им будет автоматически на карточку МИР возвращаться 50% стоимости купленной путевки, максимум в течение 5 дней. Программа будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы. Участвовать в программе кэшбэка могут все стационарные лагеря. Для этого они должны создать отдельную страницу на своем сайте и подключить на ней возможность онлайн-оплаты с помощью карты МИР. Список всех партнеров программы будет опубликован на сайте МИР путешествий. И пока учреждения начинают налаживать у себя систему, родители уже вовсю выбирают, куда отправить своего ребенка в этом году. В прошлом году мы тоже уже купили путевку, и так получилось, что мы уже собирали чемодан, и уже, условно говоря, завтра нужно было ехать, и нам сообщают, что все-таки смены не будет. Мы до последнего ждали, но вот лагеря так и не открыли детские. Было море слез. Конечно, приятно, что сейчас есть такой вот материальный, да, стимул. На эту самую доплату можно ребенка в лагерь дополнительно там собрать, да, купить что-то. Главное требование этого сезона – соблюдение всех санитарных условий. Летом в республике планируется открыть почти 2500 загородных и пришкольных лагерей. В них смогут отдохнуть 319 тысяч детей. Правда, пока не до конца понятно, каким образом будут суммироваться обе господдержки – республиканская и федеральная. Впрочем, ожидается, что родители смогут воспользоваться двумя вариантами одновременно. Артур Шамсудинов, Артур Елаев и Булат Магданов. Итоги недели. Ожидается, что схему оплаты разработают уже после праздников. Впрочем, в наступившем мае россиян ждут не только неожиданно свалившиеся 10 выходных, но и новые законы. Они либо уже заработали с 1 мая, либо в ближайшие дни вступят в силу. К примеру, отныне покупать и продавать автомобили можно онлайн на сайте госуслуг при помощи электронной подписи. Екатерина Тимиряева о майских нововведениях. По новым правилам продавать и покупать авто можно только подержанные, и заключать такие сделки могут только физлица. Продавец транспортного средства должен загрузить на сайт ПТС, СТС, Полис ОСАГО, а также решить, оставляет ли он госномер за продаваемые машины или нет. Из других опций, которые позволит портал госуслуг, проверка каких-либо ограничений, штрафов или задолженностей. Крупные штрафы за высадку детей-безбилетников также вступают в силу. Теперь водителю, который допустит такое нарушение, будет грозить взыскание до 5000 рублей, а кондуктору или контролеру от 20 до 30 тысяч рублей. Правила распространяются на весь общественный транспорт – автобусы, троллейбусы или трамваи. Если же ребенок-заяц едет в сопровождении взрослого, то водитель вправе высадить обоих. За нарушение правил дорожного движения на железнодорожных путях также теперь большие штрафы. Как сообщили в Госдуме, с 1 до 5000 рублей увеличен штраф за пересечение или выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме. Также сюда подпадают остановка, стоянка, проезд при приближающемся поезде. Кроме того, судья может принять решение лишить водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. Дети сотрудников полиции или Росгвардии смогут получать льготы при поступлении в вузы. Обязательные условия – должны быть успешно пройдены вступительные экзамены. Жители страны с 20 мая смогут получать налоговые вычеты по упрощенной программе. Это касается имущественных налогов, расходы по покупке жилья или погашение процентов по кредитам, а также инвестиционные, которые можно получить с индивидуального инвестиционного счета. Как пояснили в Госдуме, теперь не нужно будет заполнять 3 НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы. Контактировать с налоговой налогоплательщик будет через личный кабинет на сайте ФНС. Ну а сразу после итогов смотрите специальный репортаж нашего корреспондента Юлии Нигматуллиной «Старики-отшельники». Речь пойдет о последних жителях умирающей деревни Ольховка Туймазинского района. Впрочем, отшельниками они сами себя не признают, да и уезжать со своей деревни никуда не планируют. Я в окно гляжу и плачу. Плачу прямо. Никого. Все умерли люди. Такую деревню бросили, никому не нужно. Вот ей 82, мне 75. Бабка, да. 36 лет живем, 37 пошел.
Вот как полюбил ее, все. Ой, это клювачий петух. А меня не трогай так. Вот так смотрит. Петя, Петенька мой, Петя. Ой, люблю я их, не могу. Ольховские Робинзоны. У нас в деревне какой вирус нету. А там, это бежит. Кузя. Кузя, да. Гнилой дом на Москву не сменяю. Не, была я в Москве. Не надо в этих камнях жить. Пока, наверное, ноги таскаю, я не знаю, никуда не хочу я ее бросать, эту деревушку. Документы военных лет, связанные с писателем Сергеем Довлатовым, нашли в Национальном архиве Башкортостана. Во время эвакуации его мама была отправлена в Уфу, где он и родился. Башкирскую столицу впервые посетил его ленинградский друг Валерий Попов, главный редактор журнала «Аврора», в котором так хотел быть напечатанным Довлатов. Талантливого писателя, признаются близкие, тогда не смогли разглядеть даже они. Сейчас же он один из самых читаемых российских авторов. Но этого момента он так и не застал. О связи Довлатова с Уфой и жизни незамеченным в репортаже Анастасии Ильчебаевой. Прошу содействовать эвакуированным Уфу Довлатовой и Прусаковой, устройству родильного дома, жилплощади, работы и питания. В 41-м это была одна из сотни тысяч историй тех, кто бежал от войны. В Башкирию в поезде Уфа-Ленинград направлялся еще один пассажир, не указанный в телеграмме, пока не рожденный Сережа Довлатов. За его маму и еще одну актрису по просьбе отца писателя, режиссера театра, просила влиятельная тогда народная артистка СССР Корчагина-Александровская. Пожелтевший от времени документ нашли сотрудники Национального архива вместе с написанной от руки справкой. Довлатова находится последние дни в декретном отпуске. Должна уйти в родильный дом. Прусакова имеет 6-месячного ребенка. Обе крайне нуждаются материально. Они просят прикрепить их к продуктовому магазину, так как у них не было даже хлеба, как говорится в телеграмме. И хлебом им помогали соседи. Дом, где они живут, это дом сотрудника НКВД Копчунас. В конце строчка «Мужья-добровольцы Красной Армии», но известно, что служили они тогда только искусству. Тем не менее, приписка не ошибка. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы увеличить шансы на получение помощи. Я чуть не сказал, как он такой огромный проходил в такую дверь. Представить Сергея Довлатова малышом, тем, кто знал его двухметровым широкоплечим мужчиной, непросто. Писатель Валерий Попов, один из героев книги Солона Ундурвуди, впервые на родине своего друга. В этот дом в 41-м и поселили Нору Довлатову. Здесь располагались квартиры сотрудников НКВД. Загадка, как театральная семья вообще смогла попасть в эту среду. Последний раз он видел Довлатова в 78-м, когда в Петербурге провожали в США еще никому неизвестного писателя. И никакого ощущения, что я прощаюсь с гением, не было. Ну, мало ли таких, тогда сотни было таких гениальных бездельников. И когда потом мне передали его книжечку, я ошалел. Ничего себе, бездельник, как он нас всех перехитрил. Бросок через океан, вот это очень важно, понимаете, вот оторваться от почвы и написать. Вот живя в России, он, может, остался таким бездельником, пивным таким философом. Он мог спокойно выгуливать собаку в халате и тапочках по центру тогда еще Ленинграда, вспоминает Валерий Попов. Свою жизнь Довлатов словно придумал, начиная с первого литературного импульса. История встречи с писателем Андреем Платоновым в Уфе, когда тот якобы попросил разрешения Норы Довлатовой ущипнуть младенца. Возможно, эта легенда профессионального крещения была нужна как надежда, что все не зря. Его не хотели печатать. Журнал «Аврора», куда так стремился попасть Довлатов, отверг все рукописи. Как рассказывали сотрудники журнала, он ходил, приносил рукописи. Они в таких изящных папках лежали в шкафу с пометкой «Вернуть Сергею Довлатову». И потом, когда он все-таки пришел за рукописями, выяснилось, что вот уже сотрудник журнала Вильям Козлов сдал их в макулатуру. И, конечно, для писателя это был плевок в лицо. Его печатали лишь в газетах, статьи, которые Довлатов писал, работая журналистом, а романы и рассказы читали в основном друзья. Он говорит, ну вот, написал роман про советских шахтеров, и то не приняли. И говорит, ну все душу дьяволу продают, а я душу дьяволу подарил за даром.
Но папочка, однако, все-таки положил в портфель с надеждой, что, может быть, он напечатает. Уже после миграции Довлатов запретит перепечатывать все, что было им написано до его отъезда в США. Сейчас почти в каждом книжном магазине есть произведение писателя. Но выхода своей первой книги на родине Довлатов так и не дождался. Он умер в Нью-Йорке в августе 90-го. Вскоре в уже распадающемся Союзе свет увидит его сборник рассказов «Чемодан». И тут поднимаетесь вы, смертельно бледный, нарядный, красивый, усыпанный лепестками гладиолусов, и, заглушая испуганные крики толпы, вы произносите: «Одну минуточку, не расходитесь. Сейчас я поименно назову людей, которые вогнали меня в гроб». Кажется, никто бы не удивился, если бы на своих похоронах Довлатов встал и перевел все в очередную шутку. Но ожил он на короткое время не в жизни, а на экране. Российский режиссер Роман Либеров снял фильм, написанный Сергеем Довлатовым. И кажется, это он рассказывает свою жизнь, оживляя собственные произведения на фоне кадров из связанных с ним реальных мест, фотографий и выдуманной анимации. Снять фильм удалось далеко не с первой попытки. Я первый раз подкатил к Кате Довлатовой, она была в Москве, и мне кажется, это было что-то такое, там 2004 год, что-то такое. И я был отправлен по известному адресу, что говорил какие-то чудовищные глупости. И только году в 10-м, наконец, мы стали сочинять этот фильм, и уже получив какую-то поддержку, даже одобрение от Кати и Лены Довлатовой. Показ в одном из самых первых кинотеатров Уфы, наследие Советского Союза. И вот спустя много лет в главном зале на экране Довлатов. Все места заняты, организаторам пришлось уступить зрителям свои. За дверью, волнуясь, дожидается окончания режиссер. При жизни Довлатов такое про себя мог только выдумать, но судьба словно ждала своей очереди, чтобы продолжить писать за него. Анастасия Ильчебаева, Азамат Мухамедшин, Новости, Уфа. Сезон сплавов в республике можно считать официально открытым. На реках республики настоящий бум. За водным развлечением в Башкортостан едут сотни туристов из других регионов. Инзер, Белая, Юрезань, Зелим – самые популярные места. Учитывая, что из-за пандемии в прошлом году некоторые природные парки были закрыты, похоже, сейчас туристы стремятся наверстать упущенное. Артур Шамсудинов со съемочной группой тоже сплавился по реке и увидел, ради чего люди приезжают в Башкортостан за 1000 километров. Есть шприцы, есть таблетки, есть вода, лидокаин. Мало ли что у кого-то температура поднимется под 40 градусов. То есть у нас все имеется. Река не море, но случиться может всякое. Аптечка – обязательный атрибут, тем более, что туристы будут сплавляться целых 3 дня. Впрочем, важно учесть и много других нюансов. Например, не перекачать катамараны. Иначе швы на корпусах расползутся, и можно вообще далеко не уплыть. Катамаран, наверное, надувать самая сложная часть вообще в сплаве. Маршрут я, честно, не помню. По реке, по течению, это тут без вариантов. А так вообще планы ходить в этом году, наверстывать упущенное. Деревня Талпарова на реке Зелим – отправная точка. Туристические группы сменяются одна за другой. Например, эти отдыхающие всю ночь ехали из соседнего Татарстана. Конечно, не просто так. За яркими впечатлениями и единением с природой. В Татарии таких горных рек практически нет. Здесь, помимо того, что река горная, мощная, так скажем, много интересных маршрутов по пути исследования. И природа манит. Река Зелим – часть природного парка в Гафурийском районе. Одно из излюбленных мест сплава. Туристов привлекают не только красивые места, но также невысокая сложность маршрута и транспортная доступность. С Башкирии, наверное, процентов 60, остальное там бывает и соседние области, там и за границей бывает, с Казахстаном тоже. Хорошо здесь отдохнуть, надо 3 дня проплыть хотя бы. То есть первый день мы собираемся, плывем немножко, второй день, чтобы мы спокойно сходили куда-то в гору, экскурсии, баню поставили туристическую. И 3-й день спокойно, чтобы можно было доплыть и поехать домой. Также есть маршруты на 2 дня, но там немножко побыстрее приходится. В этом году со всех отдыхающих в природном парке Зелим начали взимать туристический сбор. 200 рублей – это плата за вход. Время нахождения на особо охраняемой территории не ограничено. Правда, некоторые туристы все же отказываются платить. На выходе им грозит штраф до 4000. Сезон сплавов можно считать официально открытым. Только за сегодня на реке Зелим мы насчитали около 500 проходящих туристов, а ведь это еще начало. Из-за пандемии в прошлом году отдыхающих было не так много, так что в этом году ожидается повышенный наплыв. Вдоль горной реки многочисленные скалы, скрывающие в себе около 100 пещер, в том числе одну из крупнейших на Южном Урале – Киндерлинскую. Более 90% территории парка покрыты лесами. Правда, иногда на берегу отчетливо виднеются обгоревшие участки. Это последствия вмешательства туристов, которые порой во время старта запускают в воздух ракетницу. Просто надо конкретно, при нас выстрелил человек,
ракета упала вот на такой склон, но сложный. Ну, мы на глазах разгорелся, и тушили мы его около 5 дней. Ну, сами знаете, вот по таким горам странцам лазить, техника просто не может подойти, тяжело тушится. Потом был второй пожар, это уже ниже Талпара, там пожар пошел от костра. Одно из важнейших условий природных парков – минимальное воздействие человека на окружающую среду. Разжигать костры можно только в специально отведенных для этого местах. Преодолевать реку вброд на автомобилях запрещено. Правда, наказать всех нарушителей невозможно физически, ведь на территории в 37 тысяч гектаров работают всего 6 сотрудников. Все, счастливо вам пройти. Спасибо. Именно сейчас сплавляться комфортнее всего. К концу мая вода станет постепенно отходить, реки обмелеют, грести будет уже не так удобно, говорят специалисты. Впрочем, туристов от этого меньше все равно не станет. Адреналин и эмоции здесь можно получить в любое время года. Артур Шамсудинов, Вадим Исламов, Игорь Иванов и Булат Магданов. Итоги недели. Гафурийский район. Такой выдалась уходящая неделя. Хорошего вам продолжения выходных. Ну а прямо сейчас специальный репортаж Юлии Нигматуллиной «Старики-отшельники». Не пропустите, будет интересно. До встречи в эфире.